Ухтинская поисковая организация волонтеров «Ухта-Спас» получила грант главы республики за проект «Путешествие без границ». Он направлен на профилактику самовольных уходов из дома детей и подростков. Эта проблема, увы, актуальнее, чем может показаться на первый взгляд. Как стараются ее решить ухтинские волонтеры, узнала Виктория Науменко. Ушел гулять и не вернулся. Одна из самых жутких фраз, которую может услышать о своем ребенке любой родитель. Самое страшное – неизвестность. Зачастую дети и подростки, увлекшись играми, неожиданно меняя планы, не предупреждают об этом, приходят домой намного позже обещанного и не задумываются, чем это чревато для их семьи. Некоторые вовсе систематически уходят из дома на несколько суток. Такую опасную привычку психологи относят к так называемому деструктивному поведению. В Ухта-Спас это явление назвали прогулками без границ. Ребята просто не осознают последствий, говорит руководитель организации Василий Гермогенов. У нас вчера 2 подростка в возрасте 10 лет ушли из одной из школ, не уведомив родителей о том, что они пошли гулять. Да, соответственно, они выключили мобильные телефоны и гуляли до вечера. Родители, поняв, что дети домой не пришли, сначала пытались самостоятельно детей отыскать. После, уже ближе к 9 вечера, они подали заявление в полицию. Соответственно, полиция уже подключила нас. У нас было в течение получаса поднято 3 экипажа Ухтинского отделения и 1 экипаж Сосногорского. История закончилась благополучно. В течение получаса детей нашли на улице и доставили домой. Но дать гарантию, что ребята не будут так поступать и впредь, никто не может. А потому самое важное в борьбе с таким поведением – профилактика. На средства гранта главы республики Ухта-Спас закупил все необходимое для профилактической работы. Оборудование для теоретических занятий, распечатки листовок и другое. Учебные стулья, парты. Это у нас мобильный передвижной экран, ноутбук, звуковая система, проектор. Соответственно, закуплена офисная техника, да, для печати. Это цветной принтер. Также куплена бумага для того, чтобы мы могли изготавливать памятки и методические материалы. Работать будут как с детьми, так и с родителями в выездном и стационарном формате в новом помещении. Родителям расскажут порядок действий в случае пропажи ребенка, а детям попытаются донести мысль о недопустимости такого поведения и его опасных последствиях. С подростками особенно сложно, говорят волонтеры, но и с самыми маленькими тоже есть нюансы. Этой категории слушателей тоже рассказывают о безопасном поведении и даже проводят социальные эксперименты. Волонтеры без предупреждения пытаются уговорить ребенка уйти с незнакомцем. И, увы, почти всем это удается. Вот, ребенок спокойно сидел на качеле, я подошла, говорю: тебя как зовут? Он говорит: Дима. Я ему говорю: не хочешь пойти посмотреть собачку, щеночка, говорю, в машине там у меня, говорю, сидит, говорю, ждет меня, говорю. Вот. Я его спокойно сняла с качели, и мы за ручку пошли, он еще в припрыжечку. Ухта-Спас существует 6-й год. Это единственная поисково-спасательная волонтерская организация в республике, которая оформлена как юридическое лицо, а значит, имеет право участвовать в крупных грантовых конкурсах. Именно при их поддержке закуплена большая часть материально-технической базы. И на этом Ухта-Спас не планирует останавливаться. В первом квартале 2021-го в республике вновь объявят прием документов на грантовый конкурс. Ухтинские волонтеры рассчитывают на победу. Виктория Науменко, Павел Лагутин, телеканал Юрган, Ухта.